Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Вам срочная весточка от судьбы. Давайте посмотрим, о чем вам обязательно нужно узнать именно сегодня, именно сейчас, когда вы увидели и открыли это видео. Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, вот это событие. А вы счастливчик, счастливица. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже каждому и счастья, и радости, и везения, и удачи. Мои дорогие, судьба говорит о том, что приближается некое событие, которое целиком и полностью изменит вашу жизнь. События, которые у вас вот прям в линии жизни просматривается. Кстати, посмотрите на свои руки, посмотрите на свою линию жизни. Вот она, вот здесь находится. Смотрите на правую руку, если вы правша, на левую, если вы левша. Если там что-то, что недавно появилось, либо что было всегда, и оно соответствует вашему возрасту, да, понятно, что здесь начало жизни, здесь мы к концу приближаемся. Что-то, мне кажется, должно быть, что-то необычное, какие-то полосочки, островки, звездочки. У кого-то даже, возможно, какая-то вот как травма, ну, так, условно, конечно, говорю травма, ну, допустим, там заноза была, либо там кошка поцарапала. Что-то, возможно, есть, и оно показывает то, что было обещано вам с рождения. Даже еще до вашего рождения было обещано это событие. У кого-то это событие будет связано с большими деньгами, однозначно. У кого-то это событие будет связано с большой настоящей любовью. У кого-то событие связано с признанием, с прорывом, с решением какой-то невероятной сложности проблемы. Тут, ну вот смотрите, показали с вашей стороны вас, таким вот прям рыбаком, очень сильно удивленным, который из очень глубокой и мутной воды, смотрите, какого кита прям достал. Видите, ну, огромная рыба. Может, и не кит, может, это тунец какой-то огромный. Знаете, какие тунцы огромные вырастают. Вы сами себе не верите. Вы говорите, да как такое может быть? Это что за чудо такое? Да как мне удалось? Да как у меня получилось? Это сон. Да, такого быть не может. Вот, вы вытащите эту рыбу. Скорее всего, вы вот удочку закинули и ни на что не рассчитывали, а кто-то просто голыми руками в мутную воду полез и вот этого огромного кита поймал, да, либо тунца поймал. Слушайте, тут шок, тут удивление, тут отказ верить в то, что это происходит. Плюс, ну, честно скажем, да, многие из вас в жизни особо чудес не видали, либо жизнь была настолько сложная, что вы уже просто перестали верить в чудеса. Да, а тут такое, да, а тут такое свалилось. Мои хорошие, ну, еще раз говорю, это событие было предопределено, и вот вы к нему приближаетесь. Когда произойдет? У кого-то завтра, у кого-то в течение там 10 дней, у кого-то в течение месяца. Понимаете, уже рядом, уже близко. Сейчас вам особенно тяжело, и, кстати, чем ближе к этому событию, тем сложнее будет в жизни. Либо будет казаться, что все пропало, жизнь ко мне несправедлива, судьба меня там наказывает, высшие силы меня там преследуют, хотят меня погубить. Да? Вот такие будут мысли, деструктивные. Ну а потом случится то, что должно случиться, то, что обещано, то, что по судьбе. Ну вот огромную рыбу поймаете, голыми руками кто-то поймает, а кто-то прям случайно на удочку подцепит. Так что все лучшее у вас впереди, мои дорогие. Хотите верьте, хотите нет, вы, конечно, не поверите, но тем не менее все уже показано. Так, давайте теперь по порядку пойдем. Смотрите, внизу, в корне рисунка, у вас показан образ
образ человека, который проявляет к вам очень серьезный и достаточно такой прям, ну, скажем так, стабильный интерес. Да, вот человека вы заинтересовали, либо человек вам потянулся, человек решил, что вам нужно там общаться, сотрудничать, встречаться, что-то вместе делать, одним словом. И человек в своей настойчивости, возможно, вас даже немножко будет пугать. Вы скажете: о, маньяк какой-то, да, либо дурочка какая-то прицепилась ко мне. На самом деле этот человек не тот, кем кажется. То есть человек может казаться самым обычным, либо даже недалекого ума, а по факту окажется, что у человека какие-то неограниченные возможности, и человек, ну, буквально сильными мира сего там на короткой ноге находится. Человек внешне выглядит непрезентабельно, либо максимально скромно, вот, но за этим человеком там целый мир стоит. Стоят такие люди, о которых вы даже не догадывались. Ну, либо, может быть, там по телевизору увидели случайно. Вот такие люди стоят. А возможности здесь вот, ну, океан, целый океан возможностей, да, несоизмеримый. Человек выглядит очень просто, не броско. И вот, судя по поведению, у вас тоже будут такие сомнения, что кто может быть этот человек? Да, ума нема, да, такой странный человек, навязчивый очень сильно. Но если вы правильно отреагируете, если вы позволите этому человеку войти в вашу жизнь, вы никогда не пожалеете. Вы, наоборот, будете говорить всем, что вы родились под счастливой звездой. Вот она, ваша счастливая звезда. Ну, на самом деле, это немножко не так, но, тем не менее, вот такое ощущение будет. Вот очень нужный и правильный человек на вас внимание обратил. И очень нужный и правильный человек к вам потянется. Уже потянулся, еще дальше будет тянуться. Настойчиво будет тянуться. И главное, не упустить вот этот свой шанс. Шанс приобщиться к такому кругу людей, либо заиметь такого друга, подругу, кого? Любовника, любовницу, как хотите, так и называйте, да, соратника, коллегу, начальника, начальницу, да, вот у всех по-разному отыграется, но это ваш шанс. Это ваш шанс, который все может в вашей жизни значительно изменить и улучшить. Дальше. Ваша судьба говорит вам, чтобы вы про каких-то людей забыли, не обращали внимания, либо укротили себя в отношении этих людей. Да, возможно, люди вас обидели, возможно, люди ведут себя подло, борзо, возможно, эти люди вредят вам, либо угрожают, либо создают вам какие-то невероятно серьезные проблемы. Что бы это ни было, эти люди, они в шаге от края, а край в бездну ведет. Понимаете, там бездна, у нее нет конца. Там лететь и состариться в полете, да, пока упадешь. Очень глубоко они упадут. Очень серьезные негативные события ждут этих людей. Вы сейчас не должны о них думать, вы ничего не должны сейчас против них делать. Не теряйте свое время зря. Да? Те, кто вас обидел, либо те, кто создает вам проблемы, эти люди уже обречены. Ну, уже обречены. Да? Из-за вас, из-за кого-то другого, из-за своего образа и вида жизни. Да? Они уже обречены. А вы, пожалуйста, не тратьте на них время и не пачкайте свои руки об этих людей. Потому что люди очень нечистоплотные. И вы можете испачкать свои руки. И потом очень тяжело будет отмыться от этого всего. Так что про обреченных не думайте и выкиньте их из головы, переключитесь на что-то хорошее, например, на вот этого нового человека, либо на вот эту рыбу в виде кита, которую вы скоро поймаете. А про этих негодяев ни в коем случае не думайте и вообще забудьте. Не надо вам об этом не думать, ничего делать не надо. Люди обречены в шаге от пропасти, а у них нет другого пути, только в пропасть падать. Уже избежать не получится. Вот, не марайте ни себя, ни свои руки. Вот как прописано, так и сбудется. Вот, вы все узнаете, и вы облегчение получите. Сатисфакция наступит, да, не переживайте. Так, еще. Судьба говорит, что вы можете перепрыгнуть каких-то людей. Вот прям, знаете, как вот балерина, которая в шпагате прыгает, да, ну, либо прыгает и в шпагате раскрывает ноги. Не знаю, как это правильно называется, я далека от балета.
Кто балетом увлекается, возможно, вы знаете, как такой прыжок называется. Видите, вот вас показывают, как будто бы вы балерина, и вы можете перепрыгнуть сразу раз, два, 3 человека можете перепрыгнуть, да? Выше их голов прыгнуть. Ну и получается выше своей головы, если вы стоите в полный рост. У вас получится. Возможно, вы что-то задумали, возможно, вы столкнулись с какой-то конкуренцией, возможно, есть некие люди, которые стоят на пути между вами и вашим желанием. То есть надо довериться судьбе. Да? Судьба говорит так: доверяй мне, ты сможешь, ты перепрыгнешь, у тебя все получится. Видите, от одного берега на другой перепрыгивайте. Перепрыгивайте как раз-таки эту троицу. Они, конечно, неоднородные, кто-то тут пониже, кто-то побольше, но тем не менее вы всех перепрыгнете, да? Ваша возьмет, у вас точно получится. И еще, если вы что-то задумали, и есть некие люди в количестве 3 человек, которые вас постоянно отговаривают, говорят там типа не делай, оно того не стоит, ты ничего не выиграешь, ты только лишь проиграешь, не слушайте этих людей, делайте то, что задумали. У вас все получится, будете очень сильно довольны. Дальше. Судьба предупреждает по поводу самолетов. Я понимаю, что это общее. Я понимаю, что кому-то из вас очень нужно знать, но если вы человек очень чувствительный, лучше не смотрите мое видео, просто перейдите на другие видео, либо вообще на другие каналы переходите, где другая подача информации идет. Здесь вот показывают самолет, и он как-то странно летит, а скорее он даже и не летит. Не хочу уточнять, но тем не менее, в общем, вы поняли, да? Еще раз скажу, вы все разные, но каждый человек обладает чувствительностью. Чувствительность, она же интуиция, она у вас в сердце живет. У каждого есть сердце, да? И у каждого есть своя интуиция. У кого-то она громче, у кого-то тише. Кто-то привык слушать свою интуицию, кто-то ее игнорирует. Но она ведь есть. Послушайте свое сердце. Вот себя спросите, останьтесь в тишине, без всяких там раздражителей, лучше еще и в темноте, и спросите свое сердце. Вот что оно вам скажет, так и поступайте. Мне не нравится этот самолет. В лучшем случае он не взлетит. В худшем случае я не хочу говорить, что будет. Но вы поняли, да. Не рекомендуется. Вообще не рекомендуется. И выбирайте другие виды транспорта. Выбирайте, их много. На самом-то деле, да, будет дольше, либо там дороже, либо еще что-то. Хотя, мне кажется, самолеты самые дорогие. Хотя, в принципе, да, если там заранее покупать, может, и дешевле будет. Ну, в общем, думайте сами, слушайте свою интуицию. Вот, этот самолет мне не нравится. Прям совсем не нравится. А представьте, что вы заплатите, да, потом не сможете куда-то улететь, либо, наоборот, прилететь. Тоже, знаете, не очень хороший вариант. Но вот самолет мне этот не очень нравится. Дальше. Показывают букет. Букет как будто бы из каких-то трав. Это не цветы, это какая-то трава. И этот букет некий человек пытается вам подарить, либо отдать в виде, под видом, вернее, да, что это какие-то благородные цветы, красивые, там, не знаю, эксклюзивные, экзотические, очень дорогие. Но это трава, это не цветы, даже не полевые цветы, просто какие-то травы. Букет, конечно, так себе не очень, но подача, конечно, очень красивая будет, да, много красивых слов будет сказано. В общем, учитесь различать зерна от плевен, да, потому что не все то золото, что блестит, не все происходит, что было обещано, да, не каждый человек может держать свое слово. У людей разные, скажем так, запросы, разные отношения к жизни, разное восприятие жизни. Для кого-то травинка, цветок, а для кого-то и роза уже не роза, да, и не такая уж красивая, да, возможно, вы там любите более какие-то, скажем так, редкие цветы. Вот, так что не все нужно принимать, что идет к вам. Не все, да, нужно иногда уметь сказать нет, либо просто прекратить таким интересоваться. Очень похоже на то, что вы можете получить предложение по поводу работы. Вас могут красиво заманивать на новое рабочее место, рассказывая, что вы там озолотитесь, что вы там за год уже станете топ-менеджером.
а на самом деле болото. Болото, причем такое тугое, гнилое, вонючее. А у кого-то может отыграться, что, например, мужчина делает вам предложение и говорит, что ну вот я такой там не блестящий, ну я буду стараться, сейчас у меня там ничего нет, я гол как сокол, вот, и у меня там долгов куча, ну я буду стараться, типа я там буду тебе помогать. Вот, понимаете, нормальный благородный человек с долгами не будет делать предложение. Ну, это как бы вообще неуместно, да. Втягивать женщину в свои проблемы тоже нормальный мужчина не будет. Предлагать любимой рай в шалаше, ну, серьезно, это что такое? Это как к женщине нужно относиться. Если человек с руками, с ногами, с головой, без инвалидности, ну, понятно, что всякое в жизни бывает, да? Но если ты здоровый, полноценный, и ты вот обещаешь рай в шалаше, ну, это как бы глупо, да, соглашаться на такое. Вы достойны лучшего, вы достойны большего. Не все предложения стоит принимать. Вот об этом вас хотят предупредить. Так, еще. Так, а вот здесь показано, что вам нельзя бояться за какое-то дело браться. Возможно, вы сейчас о чем-то думаете, да, на что-то пытаетесь решиться, и хочется, и колется, да, есть такое выражение. То, что вы хотите, оно спрятано за дверью, а дверь как будто бы камнями завалила, большими и тяжелыми. Ну, по крайней мере, вы смотрите на все это и думаете, господи, там столько камней, они такие огромные. И как мне добраться до этой желанной двери? Ну, это нереально, да, я всю жизнь буду таскать эти камни, и мало ли там еще и не смогу, да, не получится, там не успею. А может быть, за той дверью меня ничего особого не ждет, да, я столько времени сейчас и денег потрачу, там вложусь в это все дело, ничего не выиграю. На самом деле судьба говорит так: то, что ты хочешь, я тебе дам. Но ты должен, либо ты должна постараться и доказать, что ты достоин, либо достойна этого. Дверь здесь показана огромная, и за этой огромной дверью прячется новая прекрасная жизнь. Жизнь, о которой вы всегда мечтали, но, к сожалению, получить не могли. Чего бы это ни касалось, там, любви, счастья, бизнеса, процветания, карьеры, творческой реализации, там, получения, достижения, чего бы то ни было. То есть вы это получите. Но нужно будет эти камни разобрать. Здесь есть подвох. Подвох заключается в том, что камней, да, очень много, и они огромные, они кажутся очень тяжелыми. Но подвох в том, что они очень легкие. Здесь вот именно объемность и количество. А на самом деле камни легкие, вот реально легкие. И вы сможете это все разобрать. Причем разобрать гораздо быстрее. Там кто-то за день разберет, кто-то там за месяц разберет. Если прям будете каждый день работать, то, наверное, там, за день точно управитесь, за сутки точно управитесь. Вот не бойся, да? Не бойся препятствий, не бойся рискнуть, не бойся взяться за работу. Не попробуешь, не узнаешь, да? Но вас заранее предупреждаю, что на кону большой куш. Гигантский куш. Как я уже сказала, за той обещанной дверью скрывается нечто невероятное, гораздо больше, чем вы сейчас мечтаете и думаете. Не бойтесь камней, берите и разбирайте. Вы справитесь, у вас получится, камни легкие на самом деле. Вот. А потом дверь откроется, и все. Считайте, что вы выиграли эту жизнь. Все случится, все получится. И новой жизнью заживете. Там за той дверью вообще одни подковы лежат. Да, подковы. Подковы — это вообще счастливый символ. Будете очень счастливы. Не бойтесь камней, разбирайте. Работайте над этим, дорогие. Работайте. И новая жизнь, и новые возможности обязательно придут. Так, еще. Почему вам советуют носить маску? Почему судьба говорит, что вы очень прямой, открытый человек? Что вам маски не хватает, либо вам нужна маска. Иногда нужно себя немножко как скрывать, да? Прятать свои мысли, прятать свои желания, прятать свое отношение, не быть такой прямолинейной, открытой не быть, доверчивой не быть. Маска нужна, хотя бы такая небольшая, знаете, вот как эти карнавальные маски, такие маленькие, вот как на глаза одеваются. Вот такую маску нужно.
иногда это необходимо. Вы слишком честный, открытый человек, из-за этого вами могут пользоваться, из-за этого вас могут подставлять, из-за этого, ну, скажем так, всякое может нехорошее происходить, да? Поэтому обзаведитесь маской, либо научитесь немножко скрывать то, что у вас на уме, на сердце, чего вы желаете, либо что о ком думаете. Это хороший, скажем так, способ защиты вас и вашего будущего. Особенно вот с правой стороны, ну, это от самых близких, скорее всего, да? Близкие люди. До поры до времени, возможно, им не нужно знать каких-то вещей про вас, либо не нужно вот все чаяния сердца показывать, да? Близкие, родственники, кто? Друзья, да, ближайший круг общения. Иногда маска просто необходима. Дальше. Судьба говорит о каком-то человеке, который сейчас в состоянии повешенного. Ну, как жертва, да? Жертва обстоятельств, жертва своих привычек, жертва своего характера, своих намерений. Человек, которого выбрали как жертву, либо подставили как жертву, такой тоже может быть. Видите, вот висит вверх ногами, а вы стараетесь помочь. Но судьба предупреждает, что этому человеку помогать не надо, не стоит. Почему? Потому что человек должен до конца пройти свое испытание. Испытание, суть испытания, да, вот выйти из состояния жертвы. Если вы поможете, то человек не пройдет свое испытание, и испытание, возможно, повторится, либо даже повторится со звездочкой, да, еще там накинут побольше. Есть ситуации, когда помогать просто нельзя. Нельзя. Человек должен сам это прожить. Человек сам должен решить задачу. Человек сам должен научиться бороться. Это очень важно. Ваше доброе сердце, оно понятно, что зовет вас помогать, спасать, выручать. Но это окей, когда вы помогаете там, детям, животным, старикам, да, вот кто сам уже о себе позаботиться не может. А если это молодой, полноценный, здоровый человек, да, ну, либо человек, может быть, не совсем здоровый, но тем не менее может о себе позаботиться, то лезть туда не надо. И судьба говорит, что человеку тут осталось буквально совсем ничего, чтобы человеку открылось, как выйти из состояния жертвы. И человек сам может справиться. То есть вас буквально просят, да, не вмешиваться и не лезть туда. Вот. Испытание будет пройдено, человек выберется, и у вас будут нормальные отношения, полноценные отношения, будете там общаться, либо там вы родственники. Все у вас будет замечательно. Человеку осталось буквально там 5 минут, да, либо там 5 дней, 5 недель. Ну, может, и 5 месяцев, конечно. Но вот скоро, это уже скоро. И человек должен справиться сам. А вы, пожалуйста, туда не лезьте. Иначе ваши благие намерения действительно усложнят жизнь этому человеку, который сейчас находится в повешенном. Так, еще. Ну вот у кого-то ситуация треугольника, как я понимаю, да? Тут третья особа присутствует. А мужчина и женщина одинаково, да? Но вот есть вы, есть там муж, жена, либо там любимый, любимая, и есть третья персона. Вы знаете, эта третья персона играет не по правилам, абсолютно. Там в ход идут нехорошие манипуляции, там внушения идут, там даже какие-то магические действия могут идти, угрозы могут быть, шантаж может быть, да, вот какие-то негативные моменты. Не по правилам игра, не по правилам. И также показано, что этому треугольнику недолго осталось. Возможно, вы будете смотреть мою отсыпку позже. Здесь показан срок, половинка от целого. Это полгода. Это всегда полгода. Полгода от момента, когда вы смотрите, либо полгода, вот я делаю в июле эту отсыпку, то есть, конец года, да, декабрь, январь, да, все решится, треугольника больше не будет. И еще тот, кто играет не по правилам, а это вот третья персона играет не по правилам, сам же эти нарушения и, скажем так, пострадает, наткнется на эти нарушения. Человек буквально себе роет могилу.
играя не по правилам, будучи нечестным человеком, спекулируя на чем-то, да, либо запретные действия предпринимает, и человек сам себе роет могилу. Вот именно так показали. В прямом ли смысле могилу, в переносном, но время все покажет. Да, бывают же случаи, был человек и нет человека. Вот, так что так поступать нельзя. И эта третья персона, ну, как бы полгода осталось до того, как вопрос решится. Ну, кто-то скажет, что это долго, а я скажу, что если взять всю жизнь, да, то полгода это не срок. Вообще не срок. Так, венце. В венце у вас показан знак защиты. Защита, которая, ну, очень такая четкая, прочная, непроницаемая, я бы даже сказала. Единственное, что вы можете принимать негатив только лишь когда открываете. А открываете вы, когда злитесь, либо когда печалитесь. Ну, допустим, да, вас кто-то вывел на эмоции гнева, и раз, и вы открыли свою защиту, да, забрало, открыли. Все, негатив прилетел. Либо у вас какое-то несчастное состояние, вы там страдаете, вы в унынии находитесь, в печальке находитесь, то же самое происходит. Когда вы контролируете себя, когда вы бодрячком, да, там хоть даже и устали, но тем не менее у вас оптимистические мысли, вы ни на кого не злитесь, вы не расстроены, вы не в печали, то, ну, и зло как бы не проникает. Защита очень сильная, она, кстати, у вас врожденная. Но есть такое, что вы открываетесь. Научитесь контролировать свои эмоции. И знайте, что иногда люди специально вызывают этот негатив, зная, что можно и повампирить, и негативно слать, да? Негативные эмоции я имела в виду. Если вы научитесь себя держать в руках и контролировать во всех сферах жизни, вообще никакой негатив не пристанет, вообще никакое зло на вас не ляжет. Ну, будете под абсолютной своей этой четкой защитой. Вот, конечно, контролировать себя очень тяжело, но научиться каждый может. Главное, чтобы вы перед собой такую цель поставили. И тогда все будет просто идеально. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.